Это рукья, которую мы читаем и делаем дуа. Для чего она нам нужна? Как я уже говорил, для лечения наших болезней или отведения нам причиняемого вреда. К этим сложным болезням, о которых нам рассказал пророк, мир ему, относятся сглаз и зависть. Кто из вас может дать определение этому самому сглазу? Студенты Исламского университета. Давайте я выберу одного, и он ответит на арабском. Вот этот брат в очках. Что понимается под словом «сглаз»? Что такое сглаз? Тот, кто рядом, не проблема. Вас не снимает камера. Что такое сглаз? Хорошо, вот тот брат. Пожалуйста. Говори. Нет. Сглаз. Хорошо, кто поднимал руку? Хорошо, это близко. Кто до этого уже был на уроках? Хорошо, близко. Сглаз — это взгляд. Будь он по причине удивления, когда человек чему-то удивляется, или по причине злости. Этот взгляд выпускает нечто из глаза, поражает вещь и оказывает на нее воздействие. Имам Ибн аль-Каим по этому поводу говорил, он уподоблял это выпущенным стрелам или маленьким невидимым частицам. Или, например, как то, что нам известно сегодня. Например, пульт, который при включении посылает сигналы и воздействует на вещь в другом конце. Как, например, если бы там было поставлено устройство, и вы на этом пульте нажали кнопку, и это устройство совершило бы операцию в том месте. Итак, вышел сигнал и повлиял на устройство в другом конце, и оно совершило операцию. И вот эти невидимые частицы, выходящие из глаза, из глубины этого человека, они оказывают влияние на человека или на вещь, на которую они направлены. Хорошо. А зависть? Сглаз? Слово «сглаз» в арабском означает «взгляд». Взгляд, брошенный на что-то. Вы посмотрели на эту вещь. Так и происходит поражение с глазом. Вещь выходит из глаза тогда, когда вы смотрите с удивлением на красивую вещь. Либо смотрите на вещь со злостью. Почему у него есть? И посмотрели на нее. Понимаете? И поражаете. Но что это, что выходит из глаз, до сих пор остается неизведанным никем и недоказанным. Электричество это или что-то еще. Ибн аль-Каим сравнил это с чем-то подобным влетающим стрелам, силой подобной стрелам, выпущенным и поражающим этого определенного человека. Понимаете? Но мы их не видим. Сегодня мы можем это сравнить с сигналами, которые посылает пульт управления, с тем, как они воздействуют на устройство. Мы не видим, но мы понимаем, что эта вещь, которая вышла отсюда, что-то включила, но мы не видели как. Сглаз же воздействует намного сильнее, чем это. Имам Ибн аль-Каим говорил, что хоть это явление и названо сглазом, но не обязательно, чтобы оно случалось во время взгляда. Иногда достаточно просто описания вещи. А иногда сглазивший может и вовсе быть слепым, может быть незрячим. Но если ему расскажут, что это большая и красивая вещь, или же он нащупает что-то вроде этой салфетки, и он почувствует пальцами ее нежность и начнет восхищаться, но из-за того, что большинство случаев связано именно со взглядом, его называют словом «сглаз». Большинство случаев случается при взгляде. Но иногда это может произойти и через слух. По причине слуха, а может быть и по причине запаха.
Человек шел и почувствовал запах. Повар готовит. Что это? Это дом такого-то. Вот же у него жена повариха. И ее поражает с глаз. Это правда. Братья, подобных историй у нас множество. Он не видел ни ее еду. Но он почувствовал запах. Потому что органы восприятия, посылающие сигнал к мозгу, это глаз, уши, нос, чувство осязания. Трогает, как будто шелк, хотя это чья-то рука. Не призвал баракат и сказал: у тебя рука как шелк. Понимаете? Это первое. Также и вкус. Что это? Вкусная еда. Он, может, и не видит ее, пробует в темноте. И может поразить готовившего. И сколько таких людей, которых поразил этот глаз. Но из-за того, что в большинстве случаев это взгляд, его назвали сглазом. Что такое зависть? Нет. Желание потери блага кем-то. Да, желание потери блага. Я бы хотел включить прожектор, но раз уж вы все сидите лицом ко мне, то попрошу всех внимательно слушать по воле Всевышнего Аллаха. Зависть — это желание лишить кого-то блага. Но какова разница между сглазом и завистью? Какова разница? Поэтому мы всегда видим, что даже студенты иногда говорят, будто бы сглаз и зависть — это все одно и то же, без разницы. Давайте дальше. При сглазе нет намерения навредить. А при зависти? Хорошо, кто добавит? Сглаз может поразить как от друга, так и от врага. А зависть поражает только от завистника. Хорошо, это тоже. Ибн аль-Каим говорит, сглазивший и завистник имеют общие черты и имеют различия. Что общее между ними? Общее — это то, что они поражают вещь и оказывают на нее влияние. Понимаете? Но здесь есть разница, потому что сглазивший поражает человека, подобного ему, а также и другие вещи, живые и неживые предметы. Восхитился этим стаканом — может сглазить. Восхитился пультом — может сглазить. Восхитился ковром — может сглазить. Но при зависти я же не завидую какой-то вещи. Я же не желаю лишить блага этот пульт, я желаю лишить блага его владельца. Понятно? Это и есть зависть. Зависть питает не к самой вещи, а к ее хозяину. И когда поражает сглаз, он поражает определенную вещь и больше ничего. Посмотрел на человека, я не завидую, но у него оказалась красивая ручка. Откуда у тебя такая ручка? Он говорит, скажем, купил за 10 тысяч риал. За 10 тысяч и поразил сглазом. Поразил вещь. Но если завистник поразит завистью кого-то, то чаще всего поражение касается всего в этом человеке. Почему у этого человека есть то и это, желает лишить его этого блага и поражает этой вещью. Третья вещь — это то, что сглаз в основном поражает при визуальном контакте. Завистник же может сидеть и просто завидовать. Говорить, у этого есть то-то, у второго есть то-то, без того, чтобы бросать свой взгляд. И это может причинить вред и как-то повлиять. Затем Ибн аль-Каим упомянул об опасности людей с дурным сглазом и завистников. Я хочу обратить внимание, потому что вы можете читать его и не понимать, о чем он пишет. Ибн аль-Каим пишет о человеке с дурным сглазом, а не о том, кто поразил кого-то сглазом. Человек с дурным глазом известен этим качеством. Есть люди, чьи души носят в себе зло. Они смотрят на вещь, обсуждают ее и часто поражают сглазом. Они подобны тем, которые поджидали пророка, мир ему и благословения. Как в аяте, неверующие готовы заставить тебя подскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминания. Есть племя Бану Асад. В нем были люди, известные дурным сглазом. И подобных людей я видел в Африке, в Судане. Они сидят, например, возле рынка. Я видел их своими глазами. Товарищи мне сказали, пойдем быстрее. Почему? Потому что это злые люди. Они просто сидят целый день, без дела. И когда кто-то проходит, говорят, этот похож на одну вещь, другой говорит, нет, на другую вещь.
Если человек падает от слов одного из них, он говорит 1-0. Как в футболе. Я забил гол, а ты еще нет. Проходит еще один, повторяют то же самое, и так в конце дня подсчитывают, кто выиграл. Люди, или животные, или даже машины. Подобных историй много. Есть люди, имеющие дурной сглаз и дурную душу. Ибн аль-Каим пишет, что подобные люди, которые всех поражают сглазом, привлекают к себе шайтанов, которые начинают им помогать, и они становятся подобными оружию. Что с таким человеком делать? В шариате правитель должен его задержать и поместить в изолированное место, в котором он будет содержаться из казны, потому что он представляет опасность. Ты выходишь на улицу и поражаешь всех вокруг. В отличие от случаев, когда отец посмотрел на сына, или кто-то посмотрел на своего друга, пошутил, и тот упал. Это поражение сглазом по причине восхищения и так далее. И поэтому эти два случая отличаются один от другого. Затем он упомянул еще один важный вопрос. Об этом мы слышим от некоторых студентов, и не только студентов. Также и от некоторых комментаторов хадисов о сглазе. В некоторых комментариях сказано, или просто задают вопрос: «Шейх, что сильнее, сглаз или сихр?» Говорит: «Да не, сглаз плевое дело, сихр сильнее», не разбираясь в вопросах руки. Истина в том, как мы обнаружили, что бывает сглаз сложнее сихра и даже близко не стоит по сложности с сихром. Что говорит пророк, мир ему? Он говорит: сглаз — истина. Что сказал пророк, мир ему? Сглаз — истина, он укладывает человека в могилу, убивает и кладет верблюда в кастрюлю. В версии Базара сказано, посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Чаще всего умирают в моей умме после предопределения Всевышнего Аллаха по причине взгляда». То есть сглаза. Давайте приведем пример. Придем на кладбище, спросим могильщика, сколько на этом кладбище могил. Он скажет, например, 1000. Придет Ахмад и скажет: «Я знаю причину смерти большинства из всех этих людей». Мы скажем, что он врет? Откуда он это знает? Он скажет: большинство из них умерло по причине сглаза. Как узнал? Из хадиса пророка, мир ему. Чаще всего в моей умме умирают после предопределения Всевышнего Аллаха по причине взгляда. Но кто-то скажет, ведь его сбила машина. Этот умер от рака, а этот от ожогов. Так вот, причиной этих вещей мог стать сглаз. Это слова пророка, мир ему. И большинство — это около 70%, потому что это должно быть больше половины. Около 70% умирают от сглаза. И поэтому сегодня мы и другие наши братья-чтецы слышат от пациентов, что один человек купил новую машину и сбил на этой машине человека. А родственники водителя говорят: он купил новую машину, люди стали ее обсуждать, вечно о ней говорить, и потом случается этот случай. Значит, это может быть сглаз. Я зашел к одному пациенту, тело которого было все в ожогах, и его отец держал его на железной цепи с деревянными кандалами. Сошел с ума. Что это? Что произошло с ним? Он ответил: шейх, я купил ему новую машину GMC, как он хотел, красного цвета. И он поехал на этой красной машине. Я не был рядом, но люди, которые его реанимировали, сказали, что машина загорелась изнутри. В салоне возник огонь. Мы подошли, открыли дверь, хотели его вытащить, а он в это самое время крепко вцепился в руль, и спазмы не давали ему оторваться. Только ударами мы его смогли вытащить. Огонь загорелся внутри и сжег весь салон. Мы осмотрели машину со всех сторон и так и не нашли очага возгорания снаружи. Но он обгорел, машина сгорела, и он потерял рассудок. За один день. Его отец сам чуть не тронулся умом. Я почитал им, дал программу, но отец никак не мог прийти в себя, дергался и не знал, что сам делает. Один человек пришел домой после свадьбы, и перед тем, как войти в дом в брачную ночь, люди стали обсуждать их новый дом с его мебелью, и этот дом сгорел в эту же ночь, в которую они поженились. Пожар. Все были удивлены. Значит, сглаз может на это повлиять. И сколько таких, которые утонули, или же даже совершили самоубийство. Эту историю я всегда привожу, потому что я знал этого человека. В мечети, в другой маленькой мечети рядом,
Ко мне пришел парень и сказал: «Шейх Халид, прочтите намаз по моему папе, он скончался. Вчера. Твой отец умер? Он ходил в мечеть, был тихим, у него не было никаких проблем или психических расстройств». Я спросил: «Вы прочитали по нему?» Он сказал: «Имам отказался». «Почему же?» Он ответил: «Потому что мой отец повесился». «Твой отец повесился? Вы же понимаете, что значит повеситься?» У нас в Саудии такое не происходит. И человек из Йемена, такой простой и тихий. И как это? Не знаем. Что-то случилось? Нет, все было в порядке, как всегда. Имам сказал: «Если он самоубийца, я не буду проводить намаз по нему». Я ответил: «Пророк, мир ему, не читал намаз по таким, что же про себя говорить?» И я подумал: субханаллах, может быть, действительно сглаз. Человек был известным, и многие его обсуждали. Я прочитал по нему намаз, его похоронили. Я начал проповедь и сказал, что может это сглаз. И некоторые возразили: «Шейх, что за вздор? Везде у вас сглаз и все такое». Я сказал: «Я говорю с далилем. Вот вы почему отрицаете?» Они говорят: «Не знаем». Я ответил: «В достоверном хадисе сказано: сглаз — истина». Пророк, мир ему, говорит: «Изглаз поражает», в другой версии цепляется. Сглаз поражает человека до степени, что он забирается на скалу, на крутую гору и сбрасывается с нее. Они сказали: «Вот это да». Я ответил: «Прочитайте сами, и не надо отрицать». Да, если бы этот человек был бы не в себе, если бы у него были бы большие проблемы, но когда кто-то просто так берет и вешается на вентиляторе, встает на ведро, затем сам его под собой сбивает во время утренней молитвы, у человека никогда не было никаких проблем. Человек спокойный, простой, мусульманин, ходит в мечеть. Действительно, может же быть, что это сглаз. Пророк, мир ему, пояснил, насколько сила воздействия сглаза может быть сильной. Мы должны верить. Мы можем увидеть, что перевернулась машина. Или как на юге, где на дорогу выкатился большой кусок скалы. Пришел один из тех, кто известен своим дурным сглазом. «Послушай, значит, мы хотим, чтобы ты поразил сглазом этот камень». Огромный кусок скалы, который невозможно объехать. Он сказал: «Хорошо, принесите и нацепите на нее свадебное платье. Женское». Прицепили его на него. Затем он сел на своего осла и надел одежду жениха. Подъехал и произнес: «Я приехал, моя невеста», и камень потрескался. Поразил сглазом этот камень, он рассыпался, и люди освободили дорогу. Возможно, это и правда, но посланник Аллаха рассказал еще большее. Пророк, мир ему, сказал: «Сглаз — истина, и он может заставить рушиться даже крутую гору». Слышали про Гималаи? Гималаи в Индии. Это не Тамор, не гора Тамор, что в Албании. Эти намного выше. Заставляет рушиться даже каменную скалу. Такая вот сила и такая скорость. Что же она может сделать с костями и мясом? Что это для нее? Да ничего. Поэтому те люди, которые плачутся: «У меня сглаз, у меня болит вот тут», скажите им: «Скажи спасибо, что это не то, что слабое, а почти ничтожное поражение, а ведь сильный сглаз может и убить». Поэтому я всегда советую пораженным сглазом: помните эти вещи. Вот этот сглаз, о котором говорит пророк, мир ему, он ведь предупредил своих сподвижников о его опасности. Он сказал: «Просите у Аллаха убежища от сглаза». Абу Бакру, Умару и даже сам Джибриль приходил к пророку, мир ему, благословения, и говорил ему: «Именем Аллаха я читаю тебе рукью от каждой вещи, причиняющей вред, от зла каждой души и завистливого сглаза. Аллах тебя вылечит». Джибриль читал руки пророку, мир ему, от сглаза и от каждого зла, которое сотворил Всевышний Аллах. А сегодня люди говорят: «Я не нуждаюсь». Некоторые говорят, как, например, один шейх, у которого я получил рекомендацию. Я читал рукью его дочке. И когда он увидел реакцию, я читал и звал других читать, но реакции не было. Я прочитал ей аяты о знаниях, потому что она выделялась умом. Отец сказал: «Почитай мне». Я подумал, с чего бы это? Он сказал: «Читай мне». Мне стало тяжело, я весь вспотел. «Почитай мне». Я сказал: «Ладно». Прочитал аяты знания и другие аяты. Он упал и начал плакать. Вошел сын, он сказал: «Уходи, а ты продолжай». Я продолжил, раз уж он настаивал. Он спросил: «Что это со мной происходит? Я же сам знающий человек, считаюсь шейхом».
Каждый день в США и до 2-3 часов ночи я выстаиваю ночные молитвы. Я ответил: шейх, сихр коснулся даже самого пророка, мир ему. Что же сказать о мне и тебе? Он сидел и плакал. И говорил: я столько учился и учил других. Он даже английский язык знал. И каждый раз, когда натыкался на тему сглаза и сихра, делал вот так. Это меня не касается. Все это пустяки. Можно даже не читать. Но мы говорим пациентам: не раздувайте. Не думайте все время сглаз у вас или сихр, а просите у Аллаха защиты. Сколько из нас каждый день просит защиту от сглаза? Кто-то скажет: а что, я разве красивый, я разве богатый? Я не у себя дома, не в своей стране, тоже может мне завидовать. Это неправильно. Джинны тоже питают зависть к людям. Этого не знают многие. Я сказал об этом одному шейху. Он так посмотрел на меня, как будто я сказал что-то глупое. Я ответил: Ибн Кайим пишет об этом в Аль-Фаваид. Об аяте от зла завистника, когда он завидует. В этот аят входят и джинны, и люди. И это его слова. Они питают к нам зависть. Желают, чтобы вы сгинули. Мечтают, что в судный день они скажут: «Ура, мы все вместе попадем в ад. Мы вместе будем наказаны», и радуются этому. То есть шайтан завидует нам. В чем у нас раздор с Иблисом? В том, что он стал завидовать нашему праотцу Адаму, а мы его потомки на земле. Не так ли? Итак, они завидуют всем людям. Так представьте, что вы сидите просто в доме, и это самый большой процент жалоб. Шейх, я же не выходил. Я не говорил никому. Я никому не рассказывал, что у меня появились деньги. Один дал немножко, другой побольше. Я никому не говорил, что я хочу сделать с этими деньгами. Я отвечу, что джинны слышат, о чем вы разговариваете по телефону. Откуда у вас деньги и куда вы хотите их вложить, поэтому и завидуют. И с этой завистью могут начинаться и проблемы. Потому что завистник не терпит милость, которую вам оказывает Всевышний Аллах. Когда один человек питает зависть к другому. Я, например, знаю вас 1 день или 1 год, 2 года. Так ведь? Некоторые питают зависть к однокурсникам или к студентам из его же страны. Они знают друг друга несколько лет. А эти шайтаны знают вас с вашего же рождения и желают вам поскорее сгинуть от их лютой зависти. Зависть также иногда проявляется и на ваших женах. Что говорит Иблис, когда встречает свои войска? Один говорит: я заставил человека выпить спиртное. По какой причине он наущал человеку? По причине зависти. Другой заставил человека убить другого. Тоже по причине зависти. Третий заставил человека развестись с женой. Вот этого и приближает Иблис. Заставил человека развестись. То есть во всех делах и всех планах. Как сказано в хадисе, шайтан поджидает человека на всех его дорогах. На все, что вы хотите начать делать, он вам наущает: нет, нет. Почему? Зависть. Поэтому мы должны сказать, что многие думают: за что же мне завидовать? Что у меня такого ценного? Достаточно твоего имана, чтобы тебе завидовали. И многих других вещей. Вот этот сглаз, об опасности которого пророк, мир ему, предупреждал своих сподвижников. От него Джибриль читал руки пророку, мир ему. Однажды пророк, мир ему, увидел женщину, пораженную сглазом, на лице и щеке которой были какие-то неестественные пятна. Что-то похожее на пятна, как сказали одни желтые, или, как сказали другие, темные. Он сказал: прочитайте ей рукью, потому что ее поразил взгляд. И этот взгляд — это сглаз джиннов. Аль-Фарра говорил: их сглаз острее наконечников копий, то есть сильнее сглаза людей. А некоторые люди, когда им говорят: у тебя может сглаз, отмахиваются рукой. Что это за ерунда? Бред какой-то. Я не хочу на этом загоняться. Потом идет к своему шейху, и таких случаев много. И в Джидде, и в Мекке, и в Медине. Шейх, знаете, один человек посмотрел на моего сына и сказал, что у него похожий сглаз, и все такое. Шейх отвечает: да не слушай даже, это все ложь. И потом говорит: наш шейх сказал, что вы все лгуны. Да, потому что твой шейх, наверное, знает скрытое. Как это вяжется с тем, что этот же шейх преподает? Пророк, мир ему, сказал: у этой женщины сглаз. Откуда он это узнал? По очевидному признаку. Есть признаки, и чтецы по своему долголетнему опыту стали замечать, что это и это и это является признаками сглаза. Кто-то спросит: а какой далиль на то, что это сглаз, а это сихр, а это еще что-то? Шейх, сходите к чтецу и посидите с ними, чтобы начать понимать, что такое руки и что такое душевные заболевания.
Поэтому надо сказать, что у этого сглаза во время поражения им есть свои признаки. Пророк мир ему на них указал. Он заходил к ребенку, который плакал, и спрашивал, что с ним. Прочтите ему руку от сглаза. То есть плач бывает по причине сглаза. И такое случается часто. Почему твой сын плачет? Не знаю, было все нормально, и вдруг весь день плачет. Давали ему сладости, водили к врачу, все тщетно. Значит, это сглаз. Откуда вы узнали? По опыту. Чтец это видит ясно. Годами десятки случаев в день. У одного, у второго все то же самое. Женщина приходит и говорит, то есть во время диагноза, иногда кто-то приходит ко мне и говорит, шейх, они говорят оставить вас, вы все лжецы, не ходите к ним. Это не так. Этому шейху я могу сказать, побойся Аллаха, кем бы ты ни был. Никому не понравится, если кто-то станет обсуждать его личный опыт, полученный на практике. Говорит, откуда они знают? Вы ведь просто позвонили по телефону и вам ответили, что это сглаз. Да, и такое тоже может произойти. Разве пророк мир ему не определил, что именно случилось со сподвижником, которого убили джинны? Он сказал, в Медине есть джинны, принявшие ислам. Ему рассказали, что случилось, и он тут же дал ответ. Мне звонит человек и говорит, это реальный случай. Шейх, тут человека парализовало, схватил паралич. Вчера ночью он увидел змею и убил ее. Ночью эта змея приснилась на его боку, а утром он проснулся уже парализованным. Я по телефону ответил, что это одержимость джинном. Если это передать некоторым шейхам, они скажут, что это слова лжеца, говорящего о скрытом. Они рассказали, а для меня это предельно ясно. Тем более такие последствия. Женщина пошла на свадьбу. Она была блондинкой. А у нас блондинки не бывают, не так ли? Нет, это не краска для волос. Шейх, я пошла на свадьбу, и одна женщина потянула меня за волосы. Дернула за них. Я ее не знала, посторонняя. Зачем ты меня дернула? Та извинилась и сказала, что хотела посмотреть, не парик ли это. Я вернулась домой, начала мыться и увидела, что мои волосы стали клочками выпадать. Что это? С чего вы вдруг? Начала трогать, и на утро уже в 3-4 местах волос не было. После полудня на голове уже ничего не осталось. Под ноль. Как будто бы Аллах меня такой создал, без волос. Я сказал, сестра, это сглаз от этой женщины. Это же ясно. Но если эту историю начать рассказывать разным людям, они станут говорить что-то вроде «у женщины выпали волосы, и ей сказали, что от сглаза». На это ответят, что это все ложь и полная чушь. Один шейх сказал, а значит это почти как неспосланное откровение, даже не вникая, а почему чтец руки сказал эти слова. Одного привели ко мне парализованного. Не двигается. Он сказал, шейх, у меня паралич. И один шейх сказал, что это сглаз. Я спросил, хорошо, а как это появилось? Он говорит, попал в аварию и задел нерв на спине. Я ответил, нет, брат, это проблема с нервом. Правильно же? Но если к вам приходит человек и говорит, я стоял, и один человек сказал, какое у тебя сильное тело, после чего меня парализовало и в больнице не могут найти причину, вот это по причине сглаза. Я видел этого человека своими глазами. Пришел человек под 70 лет, сгорбившийся, с палочкой. Его занесли и положили в комнату. Даже я сам сказал, это же старик, чего у него только нет. Но люди сказали, да нет, он ходил как молодой. Съездил проверить свои родные края в Йемене. И люди сказали, да ты как подросток двигаешься. И он вернулся в таком состоянии. Я сам не был до конца уверен, я сам не особо верил в это и думал, что это просто старость. Когда я ему почитал, он вышел и пошел без палочки. Люди сказали, и все? Полчаса и все? Я ответил, не давайте людям повода удивляться, пусть держит в руках палочку, чтобы его снова не сразили с глазом. Один мне рассказывал по поводу сглаза. Даже врачи сейчас, по милости Аллаха, стали понимать некоторые вещи. В больницу доставили женщину с проблемой в почках. Врач говорит, почечная недостаточность и надо начинать диализ. Пришла ее сестра навестить ее в больнице. Услышала и быстро приехала. Что случилось? Она отвечает, не знаю, мы с мужем обедали. А дальше? Сестра у нее понимала эти вещи. Не параноичка. Не из тех, кто везде видит дурные знаки и пугает людей. Просто понимала эти вещи. Да, говорит, мы просто сидели, ели. Осталось немного, муж пошел разговаривать по телефону и, вернувшись, сказал, что уже чисто. То есть что, ты так быстро все съела? Сказал это жене. И сразу почувствовала боль, приехали в больницу, и мне говорят такое. Она подозвала ее мужа и сказала, подуй на нее. То есть нужен был его след. Просто подул на нее своим следом. Без омовения даже.
Жена сказала, боль куда-то пропала. Муж сказал врачу, боль ушла. Врач удивился. Как это? У нее почечная недостаточность. Сделали анализ, опять удивились. Я не могу ее выписать сейчас, оставьте ее до завтрашнего дня. И с этого момента у нее все было в норме. На следующий день она вернулась домой. И когда чтец слышит подобные истории, шейх, случилось так и этак, он говорит, брат, подожди, не ложи ее в больницу. А шейх ему отвечает, оставь всех этих людей. Ты умрешь из-за таких вот шарлатанов и им подобных, которые вводят людей в заблуждение. Нет, шейх, вы должны чувствовать разницу. Прежде чем говорить о чтецах, скольких чтецов вы лично встречали? Один может понимать, а другой не понимать. И вы сами, шейх, могли бы поучиться чтению руки, чтобы вы могли высказывать свои мнения по этому поводу. Сколько таких случаев было? И даже некоторые сотрудники из полиции стали понимать эти вещи. Иногда к ним приводили некоторых задержанных. Девушек, задержанных за блуд. Некоторых заводили в отдел, читали им некоторые аяты, как одна из них падала в приступе, и было установлено, что на некоторых из них делали сихр на блуд, чтобы она совершила прелюбодеяние. И, естественно, к таким случаям у них другое отношение. Приводят ее родителей и просят ее забрать, и отвезти к чтецу, который будет ее лечить, потому что это стали делать явно и намного чаще. Этот сглаз, мои дорогие, как было сказано, может убить. Также и история сподвижника Сахля бин Ханифа. Вы знаете его историю? Сподвижник, который поразил другого своим сглазом. Помните эту историю? Он вышел с ним, там много версий истории. В общем, они пришли на место, где была вода. Им понравилось, и они решили помыться там. И второй сподвижник снял с себя верхнюю часть одежды, не полностью разделся. А этот второй, его друг, стал смотреть на него и описывать его кожу. У тебя кожа глаже кожи девушки, запертой в своем доме. Девушка — это маленькая девочка. Девственница, закрытая в своем доме. То есть она не выходила на солнце, ее кожа красивая и гладкая. Она не трудилась, кожа у нее не грубая, нежная, светлая и красивая. То есть у тебя такая же кожа. И тот упал прямо на месте, потерял сознание. Когда это рассказали пророку, мир ему, он рассердился. И сказал, за что же один из вас убивает другого? Давайте сейчас остановимся и поговорим о другой вещи. Этот сглаз поразил этого сподвижника, правильно же? Этот сглаз от удивления или зависти? От удивления. Он не завидовал, просто пошутил над ним. То есть этот вид сглаза легче того, что от зависти. Итак, этот сглаз им же поразил сподвижник, праведный человек. Лучшие люди после пророков. Поразил другого человека, одного из лучших людей после пророков. И что случилось? Он упал без сознания, чуть не умер. Если бы пророк, мир ему, не повелел сделать для него омовение и вылить на него эту воду. Итак, если бы этим сглазом поразил простой человек того же сподвижника, эффект от этого был бы сильнее. А если бы он был неверующим и поразил бы сподвижника, эффект был бы еще большим. Хорошо, а если бы второй был бы обычным человеком? Какой-нибудь шейх, даже не сподвижник, эффект был бы еще большим. А если бы это был я или другой соблюдающий брат, эффект был бы еще сильнее. А если бы мы все были простыми людьми, тогда что? Видите опасность? Поэтому шариат запрещает шутить подобными вещами. Пророк, мир ему, указал на опасность. Никому же не нравится, когда на него наставляют нож. Если бы я взял этот нож и начал бы им грозить в шутку. В шутку взял бы и бросил вот так в человека. «Бойся Аллаха, нож пролетел возле уха. Да я только пошутил с тобой». Или бросил прямо в вас, а вы так увернулись в сторону, и если бы не сделали этого, попало бы прямо в вас. Если вы сделаете так кому-то 4-5 раз, что вам скажут? С вами перестанут общаться, оставят с вами дружбу и скажут, что вы ненормальный. Так как же некоторые люди относятся к сглазу? Сидит такой и начинает говорить: «Я могу вас всех сглазить, видите как?» Это он так шутит с друзьями. И потом начинает о ком-то разговаривать. Это есть во всех странах. Даже у вас люди так делают. Сидят и шутят так. Посмотри, как побежал, как косуля. Посмотри, как он сделал, как кто-то там. Да, может, сглаз и не коснется в этот самый момент. Посмеялись, пошутили, разошлись, пошли спать, а утром кого-то из них отвезли в больницу. Или встал и почувствовал боли в суставах. Из-за кого? Из-за этих друзей. Не хочется говорить плохих, но друзей.
из числа студентов, родственников или кого-то еще. Поэтому человек не должен говорить, что у него холодный взгляд. Некоторые считают, что они не могут сглазить. Или говорят: да, это же мой сын. Во времена шейха Али Аль-Амри, хотя сегодня многое и поменялось, к нему пришла женщина с ребенком 4-летнего возраста. Принесла его на руках. Он спросил: ты называешь его как-то перед другими? Да, говорит, сыночек. Называю сыночком перед другими женщинами, играю с ним. Он ответил: возьми его, сделай омовение и вылей на него. На следующий день она пришла, держа его за руку. «Шейх, но ведь это же мой сын!» Он ответил: не имеет значения. Все должны быть осторожными. Если им что-то нравится в их детях, их женах, в ком-то другом, нужно сказать «Маша Аллах, барак Аллах». И таких случаев, таких историй случается очень много. Также, что касается зависти. Некоторые люди думают, что никто не может им завидовать. А им может завидовать брат, родственник, кузен и так далее. Также в наше время бывает, что кто-то что-то слышит и пересказывает. Некоторые студенты или простые люди пересказывают шейху, говоря: «Шейх, один чтец говорит, что у вас глаз от вашего брата» и все такое. Да откуда он может знать скрытое? Так вот, шейх, вам следует узнать перед тем, как возмущаться, почему чтец такое сказал. От брата? Брат мне не завидует. Шейх, а вы откуда это узнали? Люди спросили Хасана Аль-Басри: «Имам, братья могут питать зависть друг к другу?» Он ответил: «А как же братья Юсуфа?» Это довод. Что сделали братья Юсуфа? Юсуф сказал: «О мой отец, я видел 11 звезд, солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне». Отец сказал ему: «О сын, не рассказывай этот сон людям?» «Нет, не рассказывай этот сон своим братьям». Почему? Потому что они замыслят против тебя дурное. Не просто дурное, а настоящие козни. Воистину, сатана — явный враг человеку. Это между братьями по отцу. Между ними такое может быть. Юсуф же не рассказал им этот свой сон. И без того, что он им его рассказал, они бросили его в колодец и хотели его убить. Почему? Только потому, что он более любим отцом, нежели они. В чем же виноват Юсуф? В том, что отец любит его больше? Решили его убить, и один из них сказал: «Давайте кинем его в колодец, в котором его никто никогда не найдет». Откуда там появятся люди? То есть он в любом случае умрет. Они пришли к колодцу и кинули его на самое его дно. И если бы не пожелал Аллах, он бы не выбрался. Это были братья Юсуфа. А что говорить про сегодня? И сколько людей мы видели и спрашивали? Когда кто-то питает зависть, когда он поражает кого-то с глазом, этого пораженного как будто бы покрывает завесой. Ни за что не подозревает того, кто ему завидует, если только не начать расспрашивать. Например, сказать: «Что ты думаешь о своем брате?» Он говорит: «Он с самого детства отнимал у меня игрушки». Поподробней: «Ну, он, например, если не было обуви, брал мою, а я ходил босой». «А когда вы выросли?» Он отвечает: «Он получает 10 тысяч, а я 5. Но он всегда просит у меня. Заходит ко мне домой и берет разные вещи без спроса». Это все признаки зависти. Чего же вы ждете? Он говорит: «Ну он же хороший». В чем он хороший? Что он сделал? Да ничего, просто. А что он говорит о тебе? Ну, я иногда встречаю наших знакомых, и они говорят, что мой этот брат нехороший, я ему много чего делал, а он ничего. Это что называется хороший? Все это признаки зависти. И когда вы начинаете ему читать или делать за него дуа, или же он говорит: «Я его постоянно вижу во сне. Я делаю дуа: о Аллах, укажи мне, что со мной, и постоянно вижу своего брата, который смотрит на меня, нахмурившись, или же бьет меня во сне». Брат, все это признаки. Будь это во время сна, во время руки или из его поведения. И даже ваша мать тебе всегда говорит, что твой брат тебе завидует. Он приходит ко мне и жалуется, что мы тебя любим больше него, хотя они любят обоих. Поэтому я говорю, что все эти вещи случаются. Такая зависть случается, а также из глаз. Этими вещами запрещено шутить. Хорошо, что может поразить с глаз? Что в человеке может поразить с глаз? Абсолютно любую вещь. Любую вещь, даже то, что вам не приходит на ум. И каждый день мы слышим о новых вещах. Ко мне раз пришла женщина, ее ногти были поломаны, и из-под них выступала кровь. Что с ней? В больнице не могли дать ответ. Хорошо, что стряслось? Она говорит: вы знаете, шейх, этот ноготь вырастает такой длины за 1 неделю. Становится длинным за 1 неделю.
И женщины всегда смотрят на мои ногти и говорят, что ты как будто бы накладываешь что-то. Накладываешь что-то на ногти, чтобы они выглядели длиннее. Накладные ногти, как говорится. И все говорят, о, если бы у меня были такие. После этого они потрескались, и из-под них начала выходить кровь. Однажды пришла одна пожилая женщина. Она ответила: «Шейх, у меня... В общем, взгляните на руку». Я сказал, что не буду смотреть. Она сказала: «Посмотрите, пожалуйста». На руке у нее был рисунок хенной. Здесь вы могли видеть, потому что у вас там этого нет. Я сказал: «Ну, хенна как хенна». Она ответила: «Это не хенна». Я сказал: «Нет, это же хенна». Она ответила: «Я это сделала 3 месяца назад». Пошла на свадьбу. Женщины увидели и сказали: «Это же хенна, этим украшают себя молодые. Но на твоей руке смотрится прям очень красиво». Затем я вернулась к себе, и через время хенна вышла. Рисунок ушел. Цвет пропал. А 2 дня назад у меня началась чесотка. Началась аллергия какая-то. Я начала чесать это место, и появился этот цвет. Такой же рисунок, как будто нарисован заново. Также у меня тяжелое дыхание и другие проблемы. Мы сделали дуа: «О Аллах, выведи любой поразивший ее сглаз на свадьбе той женщины». У нее началось тяжелое дыхание, и она стала чесать свои руки. Чесать руки почти до крови, от силы почесывания. Через 2 дня лечения этот цвет пропал. Она еще жаловалась на сильный жар в кистях. То есть сглаз может действовать и так. А человек может не знать и бегать по больницам. И мы были свидетелями. Некоторые могут спросить: «А почему вы часто упоминаете шейхов и студентов?» Потому что именно они часто и порицают нас за это занятие. А некоторым из тех, кто раньше нас порицал, я сам читал рукью и его детям, и его жене. Он говорил: «Шейх, извините нас, мы и не думали, что все это настолько важно». А оно так и есть. Завершим одной историей. Один брат жаловался на боль в руке. И когда мы с ним поговорили, выяснилось, что у боли могут быть естественные причины. Человек выполняет физическую работу, носит вещи, там нервы. И даже врач сказал, что видит кучу разных причин боли, но ничего не проходило. Ему выписали обезболивающее. Он приходил на рукью, садился, появлялся небольшой жар в руке, и однажды я стал делать дуа. И читал некоторые аяты, даже не специально именно эти. Выстаивайте молитву и давайте закат. И его рука затряслась. Выстаивайте молитву и давайте закат. Опять. А потом, тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, трясется еще больше. Я прочитал: «И не гони просящего», и он порвал на себе рубашку и закричал. Здесь чтец по своему опыту уже понимает: правая рука, садака, не гони просящего, то есть это сглаз из-за пожертвований. У него это повторяется. Когда мы закончили, он сказал: «Шейх, когда я порвал рубашку, увидел образ меня поразившего человека». Он не сказал поразившего, он сказал образ человека, в магазине которого я работаю. Это брат из Йемена. И работает у одного йеменца, но живущего здесь. Его зарплата 2000 реалов. Он говорит: каждый раз, когда кто-то просит денег возле магазина, я даю ему реал. Могут приходить весь день, я за день, может быть, 10 реал отдаю. А этот говорит: не давай им, они лгуны, и сам им никогда ничего не дает. Весь день вот так, и он еще известен с глазом. И в момент, когда я порвал на себе рубашку, я увидел его перед собой. Я сказал: отлично, завтра возьми его след и помойся им. На следующий день он пришел и сказал: шейх, я взял его недопитый чай, который он оставил, опустил его в ведро с водой и облился ею. И почувствовал что-то вроде проволоки, как будто 2 такие вышли из моей руки. Прямо из руки, как будто их потянули из нее, из этих 2 пальцев. Сразу почувствовал холодок и сказал: хвала Аллаху. Рука, которой я почти не мог пошевелить, теперь полностью здорова. И что теперь скажут врачи? И что теперь скажет тот, кто говорит: оставьте их и не верьте их словам? Таким вот образом, сглаз поражает самые разные сферы. Об этом мы еще поговорим после перерыва. Прошу Аллаха дать нам пользу в том немногом, что мы услышали.